Но мы не можем за каких-то трусливых или таких вот неустойчивых моментов грохнуть всю партию. Поэтому, вы знаете, конечно, вчера очень долго обсуждалось, как я сказала, но мы приняли решение, что те, кто не может, боится, разочаровался в партийной работе, лично в партии Социал-демократической партии Кыргызстана, могут писать заявление, выходить из партии, но к этому расколу в партии и во фракции привели не мы. Я хочу сказать, что опять-таки заявляю, я сегодня уже это могу заявить как зампредседателя партии. Вчера Политсовет утвердил меня в должности заместителя председателя партии СДПК. И сегодня я хочу отметить, что партия будет продолжать развиваться. Алмаз Атамбаев никакие противозаконные, наоборот, он всегда и на конференции выступал, открыто везде заявляет. Он скоро будет готовиться к конференции, пресс-конференции, то есть, пожалуйста, любой, готовьте, пожалуйста, можете мне скинуть, хотите к нему сами на пресс-конференцию будете брать аккредитацию, он готовится к пресс-конференции на любой, самый неудобный вопрос, все, что вас действительно интересует, на любой вопрос он готов ответить. На любой вопрос он на ваш ответит, и у него есть по любому ответу вы можете найти доказательства, он будет предъявлять факты. То есть он не будет там... Поэтому, пожалуйста, готовьтесь к пресс-конференции. И я еще раз хочу сказать, можете готовить свои вопросы через меня, если вы хотите. На какой вопрос, если вы не попадете на пресс-конференцию? Иса Жуков сегодня назвал решение Политсовета нелегитимным. И как бы те, кто присутствовал, это предатели СДПК. Как вы можете прокомментировать? Ну, во-первых, в чем предатели? Я не поняла. Они предали идею революции и предали партию. Ну, во-первых, сейчас он должен что-то уже говорить, да, оправдывая себя. Во-вторых, разве вы не видели то, что идея... Мне надо сразу, вот я не знаю, почему сразу начинают шантажировать и вспоминать про революцию тех ребят, которые действительно погибли ради того, чтобы что-то у нас менялось. Мы в любом случае будем идти к парламентской республике, раз, а парламентская республика, потому что президентская республика, мы уже важно с вами знаем, к чему она привела нашу страну. Поэтому мы в любом случае будем развивать, наша партия, парламентскую республику, и поэтому будет развиваться партийная работа. И блокировать, саботировать, вы помните, что первое решение Политсовета было, это исключение из партии Кужубека Рыспаева. И на фракции блокировали, то есть, понимаете, большой Политсовет это высший орган между съездами партии. И фракция работает для партии. Они должны были только фракцию утвердить. Но вот там начались какие-то там игры подковерные. И в конце концов вы видите, что закончилось тем, что якобы половина депутатов не поддержали, да, решение Политсовета. И Саша Шумкевич должен был здесь играть четкую роль. Потом, кто мешал ему прийти на Политсовет? Его вызывали, он не приходит. Так у кого предательства больше? А он сказал, что он не знал. Он прекрасно знал, и об этом заявляли все, потому что вчера, значит, мне пришло сообщение о том, что некоторые наши депутаты, ну, например, Мухтар Айтгулов, да, Айнакулов, да, они дали тоже доверенность и Сеше Шумкуловичу. Но они давали ранее доверенности нам. То есть они нам написали ранее доверенности, а получается, что или их припугнули, или они сейчас, видите, их даже нет, они даже не могут ничего сказать. Но получается, что они также дали доверенности Сеше Шумкуловичу, да? И я считаю, что это, вы знаете, мы не позволим вот этим вот интригам и интрижкам. Партия все-таки имеет исторический вес. И еще раз хочу сказать, за все наши обещания, цели, задачи мы несем ответственность и будем продолжать даже нести ответственность за все действия и Сооронбая Жээнбекова. Насколько реально смещение Иса Жукова с лидера фракции? Какие перспективы? Да, не повторится ли ситуация с это уже, как сказать, не имеет значения, потому что Политсовет – это высший орган, еще раз хочу сказать, партии. Его решения, они требуют исполнения. Это уже в истории партии записано, что исключен
из партии, из Саши Шенкулович. Вот. Еще раз хочу отметить, что если фракция там утвердит, не утвердит, это уже не имеет значения, потому что, ну, во-первых, следующие выборы, партия будет готовиться к выборам, эти люди уже не пойдут, конечно, в рядах социал-демократов. Вот. Оспаривать, не оспаривать он уже не имеет права, он может, пожалуйста, пойти к лидеру партии, может быть, внести какую-то ясность, но можно было это делать и вчера. Поэтому, вы знаете, никакого уже не имеет решения фракции. Фракция, пожалуйста, они могут там заблокировать и так далее, но руководство, вот мы вчера объявили, что 6 апреля мы готовим съезд, и мы до 6 апреля просим всех, кто сомневается, кто разочаровался, пожалуйста, мы сегодня переходим от количества... Апреля. Сегодня партия переходит от количества к качеству. Пускай нас будет опять меньше, но опять-таки подчеркиваю, что к этому расколу, вот к этому мы для того, чтобы сохранить выполнение целей и задачи партии, идеи партии, сохранить партию, сегодня вот мы пришли к тому, что, скорее всего, нужно от тех, кто сомневается, кто трусит, тех, кто предает, потому что нужно четко и ясно нужно было прийти и высказывать свои мысли у нас в офисе. А много ли депутатов поддерживает во фракции это решение? Я думаю, что завтра пятница, и Саша Шенкулович, если хочет, пожалуйста, он может провести. И завтра этот вопрос, если будет фракция, мы, конечно, поднимем. Вот. А там уже личное дело каждого. У нас никогда не было, чтобы за твое мнение ты потом... Можно уточнить, сколько физически членов политсовета присутствовало? Ну, 10, да? 10 присутствовало, 9 было доверенность, 19. 9 это доверенность сказала. Кто они, может, поименно? Да, фамилия можете? Все 9? Да, 9. Кто они просто? Я думаю, что сейчас вы можете позвонить, вот здесь ходит у нас стола, секретариат фракции, и он юрист является, потому что все фамилии он кто вам А называется. вот решение, вот сам документ будет опубликован? Да, он уже вчера проголосовали, сегодня пресс-секретарь партии, она публикует этот документ. А вы лично ваше будете какое подчиняться решение? решению партии? Давайте вот сейчас, я уже с этого и начала, я сейчас не знаю, у нас, как было принято это решение, да, как его исключили из партии. Вот у меня были вопросы бы на заседании фракции, мы бы уточнили бы все вот эти позиции, и я еще раз повторю, все должно быть в рамках установленного законодательства и действующего устава партии. Социал-демократиялық партия туш болған ситуациясы қандай комментарийлейсіз? Жалпысынан тиреш барды азыркы учурда. Бұл мәселе бойынша менің комментариям мындай. Меніңше азыр партияның жетекчилиги, политсоветтин мүчөлөрү былтыркы, жок, быйылкы Бишкек ТЭЦтин авариядан кийин көптөгөн суроолор болуп, өзүңөр жакшы билесиңер, азыр учурда тергөө болуп жатат. Ушунун аркасынан көп маселе бар. Чындыгында ушун үчүн терешүү бар. Мен ойлойм, бул маселе боюнча фракциянын жыйында эми эртең болобу болбойбу, мен силерден уктум азыр болбогонун. Бирок мен ойлойм, бир фракциянын отурумда бул маселе каралат. А вы в какой группе? За, чтобы смещение Атамбаева с должности или против? Я вот над таким вопросом даже еще не думала. Все Я не думают, думаю, что вот надо обладать полной информацией, чтобы определиться, да? Определиться. У меня полной информации нету. Я не член политсовета, я не состою в руководящих органах партии. Поэтому вот просто определиться, мне этот человек нравится, я поэтому за. Если этот человек мне не нравится, я против. Вы член партии? Я член партии. Ну, какая у вас позиция? Нужно смещать Давайте. или не нужно? Как нужно или не нужно? Вот сам вопрос некорректный. Давайте, я считаю, что председатель партии Алмазбек Шаршенович Атамбаев, он председатель политсовета, когда после того, как я узнаю все легитимность, нелегитимность принятия всех принятых решений, только тогда я могу определиться. Просто так, вы знаете, я стала депутатом через эту партию, у меня мандат
члена фракции от СДПК. Поэтому вот так сейчас говорить, что я за и против, я не могу комментировать. Давайте вот, я, например, для меня было полной неожиданностью исключение лидера фракции Саши Шенкулыча из членов партии. Ну, я тоже так же, как и вы, из средств массовой информации узнал о таком решении политического совета. Ну, я думаю, есть законодательство, есть установленный порядок. В соответствии с этим, наверное, будет решение приниматься. Какое заседание состоялось политсовета, что было, как было, я, честно говоря, не в курсе. И ваше решение относительно отзыва с должности лидера фракции? Ну, пока такой вопрос еще официально еще не внесен, я не знаю. Как внесут, А рассмотрим. заседание фракции когда пройдет? Заседание фракции еще нам не объявляли, когда будет.